Утро доброе, утро бодрое. Мы приветствуем всех наших утренних телезрителей на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Это «Утро Якутии», в студии я, Дарьян Кехва. Ну и, конечно, наша большая утренняя семья уже готова рассказать вам о последних новостях, представить вашему вниманию наши постоянные рубрики. Ну и, конечно, гости уже ждут выхода в эфир. Ну и, конечно, напоминаем вам, что мы работаем в прямом эфире. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, возможно, предложения, или же вы хотите пересмотреть какой-то материал, вы можете всегда обратиться к нашим социальным сетям. QR-код вы видите прямо сейчас на экране. И, как всегда, давайте узнаем, что же у нас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 9 градусов. В заречной группе 11-18 со знаком плюс. В южных 4-20. В Вилюйской группе до 20 градусов тепла. В Нижнеленских 9-18 выше 0, в западных до 18 градусов тепла. В Колымо-Дигирской группе Улусов 8-13, в Янских 6-15. На северо-западе ожидается до плюс 16. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются до 13 метров в секунду. Температура днем ожидается до плюс 20 градусов. Заметно похолодало у нас в Якутии, а вот в солнечном Узбекистане в эти дни самый разгар бархатного сезона. И главный вкус августа там дынный. В древнем узбекском городе Хива прошел традиционный международный фестиваль «Праздник дыни». Масштабное гастрономическое событие развернулось на 2 площадках. В историческом комплексе Ичан-Кала, в современном туристическом центре Орда-Хива. За 3 дня фестиваля посетили целых 186 тысяч человек. Главная звезда праздника, конечно, дыня. Харимский оазис славится своим культурами, и гости могли попробовать десятки сортов от знаменитого гурбака до харимского акновата, тарламы и многих других. В нарядных оформленных павильонах, напоминающих сказочные дворцы из даров бахчевых полей, фермеры и ученые-селекционеры представляли как восстановленные древние сорта, так и совершенно новые. Кульминацией фестиваля стало установление мирового рекорда. 259 человек одновременно продегустировали более 10 сортов дыни. Этот рекорд официально зафиксировал представитель книги рекордов Гиннесса. Но праздник дыни – это не только гастрономия. Для гостей выступали народные ансамбли, известные артисты. Работали ремесленные ярмарки и мастер-классы. Целый сказочный городок вырос на туристической аллее, ведущей к музею-заповеднику. Фестиваль стал настоящим событием для туристической отрасли региона, объединив гастрономию, народное творчество и историческое наследие. Такая очень вкусная новость с утра. Ну а теперь мы хотим узнать, что же у нас произошло на территории республики за последние сутки. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В этом году в Якутии лесовосстановительные работы охватят почти 159 тысяч гектаров. Основную часть этой площади, 155 тысяч гектаров, составит естественное восстановление. Еще около 3 тысяч гектаров искусственное и комбинирование. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом страны. В Черопчинском на Слеге объявили год благоустройства. Сейчас там активно улучшают жилищные условия, строят новую дорогу. Поселение выиграло конкурс Дорожного фонда республики и получило 38 миллионов рублей на строительство дороги по улице Ильи Павловича Листикова. Работы пройдут в 3 этапа и займут 3 года, а общая протяженность дороги составит 1 километр 900 метров. В этом году планируют проложить 661 метр. Ремонт дорог разбит на 3 этапа. В этом году ремонтируется 661 метр дороги. Общая стоимость ремонта составляет 38 миллионов рублей. Из них 36% составляет муниципальный бюджет села Черепча
и остальное региональный бюджет, республиканский. В республике заготовлено более 37,5 тысяч тонн сырого молока. Это 69% от плана на этот год. Лидируют по объемам Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Чурапчинский, Хангаласский, Амгинский, Вилюйский и Нюрбинский улусы. А приемкой молока занимаются 56 заготовительных организаций. На поддержку отрасли в этом году выделено свыше 3,5 миллиарда рублей, а по госпрограмме на заготовку предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. На сегодня округом довели 70% годового финансирования. Минпросвещение России выпустило методические рекомендации, согласно которым обучение во вторую смену разрешено исключительно ученикам со 2 по 4 и 6-8 классам. При этом занятия должны завершаться не позднее 19:00. Документ также запрещает проведение нулевых уроков и организацию учебного процесса в 3 смены. Школам рекомендуется составлять расписание с учетом пиков умственной активности учащихся. Верхневирюзский детский технопарк ежегодно проводит летнюю занятость. Краткосрочные курсы есть и в этом году. В июне на первом потоке ребят знакомились с робототехникой, программированием, сайтами, графическим дизайном и БПЛА. Сейчас половина второго потока занимается творческими работами. Это мыловарение, изготовление гипсовых фигур и рисование. Видеомонтаж и робототехника тоже привлекают ребят. Работают 4 педагога дополнительного образования. Дети здесь не только учатся, но и весело проводят время в последние дни лета. Работали 2 потока. Первый поток был в июне месяце, а второй вот в августе. Краткосрочные курсы рассчитаны на 5 дней. И каждый курс охватывает по 10 детей. Всего за лето мы должны охватить 200 детей. И можно сказать, что мы исполняем план. Эти занятости идут по социальному заказу. То есть каждый ребенок бесплатно может к нам прийти и заниматься любым своим делом. 14 августа отмечается Медовый Спас, с которого начинается строгий Успенский пост. В этот день принято посещать церковь для освящения меда и мака, угощать нуждающихся и готовить постную выпечку. Традиции также разрешают последнее в сезоне купания, но запрещают тяжелый физический труд, ссоры и торговлю освященным медом. По народным приметам, сильный ветер в этот праздник сулит морозную зиму, а дождь – богатый урожай в следующем году. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Утром нам так часто не хватает времени друг на друга. Сборы, завтраки, дела. А ведь 10 минут совместной зарядки – это время, когда мы сосредоточены друг на друге, мы смеемся, поддерживаем, радуемся маленьким успехам. И родитель в этом случае лучший пример. Если вы сами с удовольствием делаете простые упражнения, ребенок воспринимает физкультуру как норму, а не как наказание. Всем доброе утро! Сегодня в качестве помощника у меня моя внучка. Берите своих детей и начинаем. Первое упражнение у нас будет на баланс. Мы будем стоять на одной ножке и наклоняться. Я постараюсь это сделать красиво. Так, и мы поехали. 1, 2, 3, 4. Удерживаемся. 5. Хорошо. 6. Если вам сложно делать это упражнение на одной ноге, вы можете подставлять вторую ножку, чтобы не терять баланс. Наклоняетесь и подставили ножку. Наклоняетесь и подставили ножку. 1, 2, 3, 4, 5, еще 2. 1 и 2. Все отлично. Мой ребенок весит 12 килограмм. Так как я спортивный человек, мне достаточно легко. Но если у вас ребенок весит больше, то, соответственно, это упражнение, скорее всего, делать вам не надо. Второе упражнение мы сделаем наклоны. Также обнимаем своего ребенка,
будем наклоняться, таз отводить назад. Колени у нас сгибаются за счет отвода таза назад. Голову ребенка можно поддерживать рукой и наклоняться вот таким образом. Да. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это упражнение можно делать минуту. Оно достаточно легкое, но очень полезное. Это упражнение развивает нам красивые ягодицы. Следующее упражнение. Мы также держим своего ребеночка на руках. И у нас будет захлест. Мы ножки заводим назад и пяткой стараемся достать до ягодиц. Это тоже упражнение можно делать 1-2 минуты, потому что она достаточно легкая, но оно очень эффективное. Это упражнение подтягивает нам заднюю поверхность бедра. Вот. И вот так вот мы работаем, включаем веселую музыку. Вам хорошо и ребенку классно. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Можно делать еще по 2. По 2. В общем, включайте музыку и кайфуйте. Так, держись крепко. Угу, хорошо. Так, следующее упражнение у нас разгибание ног лежа. Это упражнение очень хорошо нам прокачивает колени и квадрицепс. Итак, мы поднимаем ножки вверх, придерживаем ребенка. Также это упражнение можно делать 1 минуту. Но здесь очень осторожно, чтобы может включиться поясница. Поэтому вы можете коленки чуть-чуть подвинуть на себя и поднимать вот так ножки. Не надо сильно высоко, потому что ребенок может перевалиться вам на лицо. И вот можно раз к себе, раз к себе. Хоп, хоп, хоп. Тут еще очень хорошо работает пресс. Так, ручки можно положить за голову. И ребенок должен держаться. Приобщайте своих деток к утренней зарядке. Это очень полезно и здорово. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока! Зарядку сделали, взбодрились, зарядились энергией и смело отправляемся в Владивосток, где на несколько сотен счастливых велосипедистов стало больше, ведь там обустроили несколько живописных километров на Русском острове. Подробнее о новой туристической точке на карте Приморья расскажем в нашем сюжете. 6,5 километров живописных маршрутов по острову Русский. Это новая велотропа. Ее строительство завершено. И теперь велосипедная дорожка готова радовать жителей и гостей Приморья. Трасса начинается у памятного знака «Нулевой километр велодорог России» на мысе Охлёстышева. Проходит вдоль Университетского проспекта и заканчивается у поворота к поселку Экипажный. Это точно социальная история. Это здоровый образ жизни, активный отдых. Это как минимум развитие внутреннего туризма. Рассказываем, показываем, какие у нас красивые места и себе, и всем нашим гостям. Самое главное, чтобы она понравилась тем, для кого она сделана. Это велосипедисты, путешественники, туристы и, самое главное, жители. Вдоль маршрута открываются виды на мыс Табизина, Великокняжескую батарею и каменные башни. Для гостей региона здесь работает пункт проката, а для комфорта велосипедистов – зоны отдыха, гастропавильоны и санитарная зона. Министр туризма Приморья Наталья Набойченко подчеркнула, это не единственная тропа в крае. И со временем таких природных маршрутов станет еще больше. Сегодня уже 16 экологических маршрутов создано. В ближайшее время еще порядка 30 мы доберем маршрутов для того, чтобы каждый мог в любое время посетить и посмотреть нашу экзотическую природу, подышать свежим морским воздухом. И не только, конечно же, во Владивостоке можно насладиться этими видами. Велотропы, экомаршруты, смотровые площадки. Приморье превращается в магнит для туристов. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка на совещании по развитию туризма в регионе, которое провел зампред правительства России Дмитрий Патрушев. По словам главы края, в прошлом году Приморье посетили 4 миллиона гостей. Это рекордные цифры. Это больше, чем показатели прошлого года. Формируем новые маршруты, то есть в том числе сориентированы и
на зимний отдых. Ну и, конечно, масштабно обновляем туристическую инфраструктуру. Это 14 мест благоустройства туристических троп и показов. Допустим, одна из них, там, тропа осьминога, она еще не сдана, но уже настолько огромный спрос. В Приморье намерены и дальше развивать туристическую инфраструктуру, обустраивать смотровые площадки, расширять сеть природных маршрутов и создавать красивые, комфортные зоны отдыха. Цель – сделать край еще более привлекательным и не только для гостей из разных уголков России, но и для самих приморцев. Виктория Кудрина, «Панорама». 14 августа отмечается Медовый Спас. Это день, который неразрывно связан с медом и началом его сбора. Для Якутии это еще и хороший повод поговорить о местном пчеловодстве. Как получают мед в наших условиях, чем он отличается по вкусу и что нужно знать тем, кто хочет попробовать себя в этом деле. Сегодня об этом мы поговорим с семейной парой пчеловодов Светланой и Николаем Петимко. Доброе утро. Доброе утро. Светлана, первый вопрос будет к вам. Как вы пришли к пчеловодству, да, и почему решили заниматься этим вот вместе с мужем? Начну с того, что мы работаем в сельском хозяйстве более 20 лет. И впервые с пчеловодством познакомились в рамках нашей профессиональной деятельности. И, конечно же, очень заинтересовались, начали изучать, спрашивать у местных пчеловодов и сами как-то, да, интересоваться. И у нас в 2021 году в деревне, да, откуда я родом, село Бескёль, маленькая деревня в Горном Улусе, произошел пожар, лесные пожары массовые, да, как все помнят. И после этого, конечно же, в лесу выросло много иван-чая. А как мы знаем, иван-чай является отличным медоносом. Вот, и на этом основании мы все-таки решили попробовать. И приобрели в 2023 году первые 5 наших ульев. И я позвонила своим родителям, говорю, все, мы решились, будем заниматься пчеловодством. Конечно, родители были удивлены, но долго, в общем, они согласились. Они у меня предприниматели, поэтому, конечно же, люди предприимчивые. Вот так и мы начали пчеловодство, дело наше. Николай, ну все познается в сравнении, да? Ну и, конечно, наверное, первый вопрос. Чем якутский мед отличается от другого меда, да, который производят в других регионах? Ну, прежде всего, здесь нужно понимать, что в других регионах, где-нибудь на Алтае, само пчеловодство, оно опирается на кормовую базу. Ну, любое пчеловодство опирается на кормовую базу, и в южных регионах оно больше опирается на культурные посевы. Но любые культурные посевы, они проходят какую-либо обработку. Это большая проблема для пчеловодов из других регионов, так как применение пестицидов, гербицидов и прочей химии приводит зачастую и к гибели пчел. В Якутии пчеловодство опирается на исключительно дикорастущие травы и цветы, что обеспечивает экологическую чистоту и уникальные свойства. Все верно, да. Ну и вот вернемся все-таки, Светлана, к вам, да. Стали первые ули завели, стали разводить пчел, да. Вот что оказалось самым сложным на этом пути? Ну, самое сложное, конечно, для любого дела это начать, потому что пчеловодство такая отрасль, да, специфическая, просто не начнешь. Поэтому, конечно же, обучение и некая такая смелость, да, потому что это все-таки психологически есть фактор. Пчелы, как вы знаете, они жалят, поэтому у человека не должно быть аллергии и вообще страха насекомых. Поэтому, да, это вот первое. И второе, это, конечно, финансовое, да, все-таки каких-то вложений требует. Ну, чтобы начать с 3-2 ульев, в принципе, каждый может, я считаю. И вот раз уж мы затронули тему, да, почему наш мед намного качественнее, вкуснее, да, экологичнее, да, как климат в целом и растения, да, в Якутии влияют именно на вкус нашего меда? Ну, якутское лето достаточно короткое, и в это короткое лето сам растительный мир пытается в максимально короткие сроки дать максимальное большее количество цветов, нектара и силы. И очень важно поймать этот момент. Получается, в июне цветов еще нету, но главный взяток в Якутии начинается с середины, конца июля. И здесь очень важно понимать, где растут цветы, какие растут цветы, и очень хорошо понимать биоритмы местности и знать вообще саму
местность, где предполагается расположить хозяйство. Вот. Но тогда отсюда как проходит сезон у пчеловода у нас в республике, да? Вот что стоит за одной баночкой такого вкусного лакомства? Ну, вопреки мнению некоторых людей, пчеловоды работают круглый год. Весной это выставка, летом, в первой половине лета это смотр пчел, чтобы не было роения и прочих всяких нюансов. Ну, я не буду углубляться. Взяток начинается во второй половине лета, и достаточно ответственный период – это переход на зимовку. В Якутии зима длится 8 месяцев, поэтому зимовка достаточно один из самых сложных периодов для пчеловодов. Потому что их надо сохранить, да? Да. Вот, мы сейчас видим ваши награды, да, то есть сегодня вы не просто, да, такой семейный бизнес, да, вы уже имеете дипломы, то есть ваш мед был отмечен, да, и тогда вот вам вопрос, как все-таки правильно нужно выбирать мед, на что обращать внимание? Ну, первым делом, конечно же, ну, это и мое личное мнение, да, на производителя. Потому что, ну, известно, что сейчас 80% меда, скажем так, не совсем качественное, да. Вообще есть проблема, что по всему миру пчелы погибают из-за того, что применяют пестициды, вот эти посевные, да, площади наши. А наша Якутия, да, отличается тем, что у нас нет вот таких больших посевных площадей, и наши пчелы собирают нектар из диких цветов. Поэтому как бы это очень супер чистый экологический продукт у нас получается. Поэтому вот рекомендация обратить внимание на производителя. А второе, уже, ну, как бы на вкус и цвет товарищей как бы нет, да, вот просто попробовать, кому нравится, вот послаще, кому погуще и так далее. Но вот в вашем случае мед совершенно прозрачный, да, вот опять же, мы же бывает видим мед такой, который прям такой, ну, мутный, густой, куда даже ложка, да, сложно опустить. У вас же он такой жирненький, прозрачный. Вот это говорит о качестве или это просто два разных меда? Это совершенно разные свойства меда. Даже в одном хозяйстве мед, полученный с пасек, расположенных на разных участках, может разительно отличаться, потому что все зависит от главного медоноса. Я уже молчу о том, что мед, полученный в разных улусах, может диаметрально отличаться по вкусу, по цвету и по консистенции. Но, как правильно уже было отмечено, самый главный залог того, что как получить качественный мед, это знать производителя. Поэтому здесь хочется поддержать все-таки местных якутских пчеловодов. Это настоящие труженики, настоящие производители. И здесь все качественно. То есть лучше приобретать баночку якутского меда, и тогда сами сможете убедиться в том, насколько он вкусен и полезен. Правильно? Совершенно верно. Спасибо большое, Светлана и Николай, за интересную беседу, за ваш нелегкий труд, я так уверена, да? И сегодня от наших гостей, дорогие телезрители, у нас будет разыграна баночка вкуснейшего полезного меда. Сейчас мы скинем вопрос в наши социальные сети, и кто-то из вас, правильно ответивший, получит баночку меда от Светланы и Николая Петенько. Спасибо большое, желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. 14 августа – день, который можно прожить как приключение. Медовый спас зовет к семейным традициям, испечь пряник, рассказать про пчел, попробовать мед нового урожая. А Всемирный день ящерицы напоминает, что природа полна чудес. О событиях этого дня узнаем далее. На календаре 14 августа. Сегодня отмечают праздник происхождения изнесения честных древ животворящего креста Господня. По народному календарю первый спас – медовый спас. В некоторых местностях первый спас именовался также мокрым. В этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах. Ну а более известное название «медовый спас» идет от обычая подрезать или заламывать соты именно в это время. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ. Этот день в истории. 1457. Вышло в свет первое европейское издание библейской книги «Псалтирь».
1941 главы США и Великобритании подписали Атлантическую хартию. 1986 принято постановление ЦК КПСС о прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек. В этот день родились 1865 Дмитрий Мережковский, русский писатель, поэт и критик. 1867 Джон Галсуори, английский прозаик, драматург и поэт, Нобелевский лауреат. 1947 Даниэла Стил, американская писательница. 1963 Эммануэль Биар, французская актриса и общественный деятель. 1966 Холли Берри, американская киноактриса, модель, режиссер, лауреат премии «Оскар». Именины сегодня отмечают Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей и Федор. После знаменательных дат давайте расскажем вам о теме, кому особенно сегодня нужна человеческая забота. В третью субботу августа отмечается День бездомных животных. В Якутске волонтеры помогают кошкам, оставшимся без хозяев, и каждый день ищут для них заботливые семьи. Как живут животные в приюте и чем им можно помочь сегодня, узнаем в следующем сюжете. Сейчас в приюте здесь около, по последним пересчетам, это 102 кошки, включая котят. К слову о том, что кошки могут быть ласковые, это вот, пожалуйста, вот одна кошка на вашего оператора сейчас активно лезет. И они все очень сильно хотят внимания и ласки. То есть, когда к нам приходят гости, неважно, школьники это, студенты, либо просто волонтеры, которые еду принесли, они все могут заметить то, что кошки, они к людям очень сильно ластятся. Но между собой они, естественно, ругаются. Для животных, которые попадают сюда с улицы, первые дни могут быть особенно сложными. Им требуется лечение, восстановление и постоянный уход. Во время нашей съемки в приюте кошкам проводили необходимые процедуры, давали витамины для поддержки иммунитета и оказывали медицинскую помощь. Еще одна часть работы волонтеров – стерилизация и кастрация животных. Это помогает контролировать численность кошек и не допускать появления новых бездомных котят. Например, у нас здесь есть кот Конан. Он тоже довольно интересный котик. Мы его поймали с района ДСК. Они там жили вшестером в подъезде. К нам там обратилась девушка, сказала, что живут коты. Жалко, это была зима, это был, по-моему, февраль. И там, естественно, было очень холодно. Дом деревянный, двухэтажный, и очень сильно продувало. Вот это один из тех котиков, который там жил. На тот момент, естественно, они не стерилизованы, не кастрированы. И между собой они иногда там разборки устраивали. В подъезде было очень много пуха. Вот. И мы их тоже поймали с трудом, потому что они, естественно, не хотели идти. Но Конан дал самый большой отпор. Мы его ловили втроем, 3 взрослых человека, бегали с ним там, в перчатках по всему подъезду, и он нас очень сильно активно царапал, кусал и не давал себя взять. В итоге мы его вдвоем или как посадили в переноску. Привезли его в приют. Здесь он еще немного тут, когда первое время адаптировался, он еще ходил тут, другим котам показывал, кто здесь альфа. Но потом его кастрировали, и все. Сейчас это ласковый ручной Конан. Забота о таком количестве животных требует постоянного участия людей. Сейчас каждый день в приюте находится 1-2 человека, поэтому волонтеры хотят распределить обязанности между несколькими кураторами. Мы также очень активно хотим проработать систему кураторства, как это работает в крупных городах. Например, у нас сейчас работает, каждый день здесь находится 1-2 человека. Для 100 кошек это мало. Потому что, допустим, в больших городах это все делится на вольеры, к чему мы хотим в последующем прийти. И за каждым вольером, а там где-то 10-15 кошек, есть закрепленный один волонтер-куратор. И у этого куратора есть свои волонтеры, которые помогают ему следить за кошками, за их состоянием здоровья, психологическим состоянием. Но принять всех животных, которые находят на улице, приют не может. Количество мест и людей, которые могут заниматься уходом, ограничено. Кроме того, новую кошку нельзя сразу помещать к остальным. Сначала необходимо оценить ее состояние здоровья, уточнить информацию о прививках и при необходимости организовать отдельную передержку. А помощь приюту нужна постоянно. Это корм, наполнители и другие необходимые для содержания животных вещи. Но есть и другой способ поддержать кошек – уделить им свое время.
помочь с уходом, расчесать или просто провести время рядом несколько часов. 15 августа отмечается День бездомных животных. Этот день напоминает не только о тех, кто уже оказался без хозяев, но и о том, как важно ответственно относиться к домашним питомцам, стерилизовать животных и не допускать появления новых бездомных. А для тех, кто уже оказался на улице, каждый такой приют становится шансом восстановиться, привыкнуть к человеку и однажды найти свой постоянный дом. А после этого сюжета мы предлагаем немного сменить тему и отправиться в мир вкусного чая. В рубрике «Блюдо дня» сегодня мы узнаем побольше о китайском улуне, чем он отличается от других сортов и как его правильно заваривать, узнаем далее. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня с вами я, Надежда, и буду вам представлять еще один необычный напиток, без которого у нас утро не происходит. Это чай. Сегодня хочу вам рассказать про необычный китайский улун тигуанин. Это у нас светлый улун. Он очень внешне похож на знаменитый молочный улун, но без ароматов. Очень нежный, весенний, нежный, сливочный даже, я бы сказала. У этого чая есть очень красивая легенда. В древности чайный мастер ходил к богине Гуанинь и молился, и всегда преподносил чашку чая. В одно утро, когда он пришел молиться и оставить ей подношение, увидел новое растение. Чайный мастер увидел в этом растении чайный куст, пересадил к себе в горшок и начал его выращивать. И с этого куста до сих пор выращивают такой прекрасный улун тигуанин. Мы берем на чайник 400-500 миллилитров 2 чайные ложки, это у нас будет 4 грамма. Сверху берем. И также, как все китайские чаи, сначала заливаем водой, мы будем наш чай. И первую воду обязательно сливаем, после которой у нас появляется потрясающий аромат чая. Он как будто пробуждается. Тигуанин очень богат аминокислотами, антиоксидантами. Вообще в зеленом чае, говорят, около 300 аминокислот разных. И наши шарики будут завариваться путем разворачивания и превратятся в крупные листы. Есть 2 способа заваривания. Коротко завариваете, вы получите бодрящий чай. Чуть подольше заварите, вы получите потрясающий расслабляющий чай. Светлый, светло-желтый настой. Можно его заваривать, один и тот же чай, до 6 раз. Мы слушаем, и вокруг как будто распустили цветы, и свежий цветочный аромат чая тигуанин прям будоражит наши мысли. Сегодня пятница, а значит, самое время задаться вопросом, что посмотреть в кино на выходных. В нашей афише собрали главные новинки на большом экране. Новые фильмы, премьеры и истории на любой вкус. Смотрите в кинотеатрах Якутска с этого четверга. На этой неделе в прокат выходит долгожданная премьера для любителей супергеройских историй. «Человек-паук. Новый день». Питер Паркер остался совсем один. Весь мир забыл, кто он такой. Теперь он борется с преступностью в тени, но его собственные способности начинают выходить из-под контроля. Единственный, кто способен помочь – доктор Брюс Беннер. Это мрачный и зрелищный блокбастер, открывающий новую главу в истории Человека-паука. Ты едва
Едва сдержался, чтобы мне не врезать из-за закрылок. Если после супергеройских приключений хочется спуститься на землю, а точнее в океан, следующая премьера точно для вас. «Крушение рейса». Напряженный триллер о том, как пассажирский самолет падает в открытое море. Выживших совсем немного, и главная угроза таится не в волнах, а под ними. Крушение рейса. Простите, здрасте. Можно мне вот эту коробочку, пожалуйста? Следующая премьера – романтическая комедия «40 свиданий, 40 ночей». История о девушке, которая заключила пари с бабушкой. Найти достойного парня за 40 встреч, чтобы оплатить аренду квартиры. Телей ждут смешные неловкости, искренние эмоции и поиски настоящей любви. Идеальный выбор для хорошего настроения. Ладно, скорее, шевелись. Нормально же, да? Бегом! В стенах осажденного замка одно за другим происходят таинственные преступления и убийства. А для тех, кто ценит интеллектуальное кино с историческим колоритом, «Самурай и пленник». Действие происходит в Японии 16 века. Мятежный самурай запирается в замке, берет в плен гениального стратега, а внутри стен начинают происходить загадочные убийства. Выбирайте фильм по душе, приходите в кинотеатры Якутска и наслаждайтесь просмотром. «Самурай и пленник». Желаете узнать правду? Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В этом году в Якутии лесовосстановительные работы охватят почти 159 тысяч гектаров. Основную часть этой площади, 155 тысяч гектаров, составит естественное восстановление. Еще около 3 тысяч гектаров искусственное и комбинирование. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом страны. В Черопчинском на Слеге объявили год благоустройства. Сейчас там активно улучшают жилищные условия и строят новую дорогу. Поселение выиграло конкурс Дорожного фонда республики и получило 38 миллионов рублей на строительство дороги по улице Ильи Павловича Листикова. Работы пройдут в 3 этапа и займут 3 года, а общая протяженность дороги составит 1 километр 900 метров. В этом году планируют проложить 661 метр. Ремонт дорог разбит на 3 этапа. В этом году ремонтируется 661 метр дороги. Общая стоимость ремонта составляет 38 миллионов рублей. Из них 36% составляет муниципальный бюджет села Черопча и остальное региональный бюджет, республиканский. В республике заготовлено более 37,5 тысяч тонн сырого молока. Это 69% от плана на этот год. Лидируют по объемам Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Чурапчинский, Хангаласский, Амгинский, Вилюйский и Нюрпинский улусы. А приемкой молока занимаются 56 заготовительных организаций. На поддержку отрасли в этом году выделено свыше 3,5 миллиарда рублей. А по госпрограмме на заготовку предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. На сегодня округом довели 70% годового финансирования. Минпросвещение России выпустило методические рекомендации, согласно которым обучение во вторую смену разрешено исключительно ученикам со 2 по 4 и 6-8 классам. При этом занятия должны завершаться не позднее 19:00. Документ также запрещает проведение нулевых уроков и организацию учебного процесса в 3 смены. Школам рекомендуется составлять расписание с учетом пиков умственной активности учащихся. Верхневирюзский детский технопарк ежегодно проводит летнюю занятость. Краткосрочные курсы есть и в этом году. В июне на первом потоке ребят знакомились с робототехникой, программированием, сайтами, графическим дизайном и БПЛА. Сейчас половина второго потока занимается творческими работами. Это мыловарение, изготовление гипсовых фигур и рисование. Видеомонтаж и робототехника тоже привлекают ребят. Работают 4 педагога дополнительного образования. Дети здесь не только учатся, но и весело проводят время в последние дни лета. Работали 2 потока. Первый поток был в июне месяце, а второй вот в августе. Краткосрочные курсы рассчитаны на 5 дней.
И каждый курс охватывает по 10 детей. Всего за лето мы должны охватить 200 детей. И можно сказать, что мы исполняем план. Эти занятости идут по социальному заказу. То есть каждый ребенок бесплатно может к нам прийти и заниматься любым своим делом. 14 августа отмечается Медовый Спас, с которого начинается строгий Успенский пост. В этот день принято посещать церковь для освящения меда и мака, угощать нуждающихся и готовить постную выпечку. Традиции также разрешают последнее в сезоне купания, но запрещают тяжелый физический труд, ссоры и торговлю освященным медом. По народным приметам, сильный ветер в этот праздник сулит морозную зиму, а дождь – богатый урожай в следующем году. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. И мы продолжаем наш утренний эфир. Когда мы слышим слово «благотворительность», чаще всего мы думаем о помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. В Якутии такую помощь уже 15 лет оказывает благотворительный фонд «Харысхал». Здесь поддерживают семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, помогают детям и родителям, проводят консультации и благотворительные акции. О том, чем сегодня занимается фонд и как каждый может присоединиться к добрым делам, поговорим сегодня с директором Сахаяной Петровой. Сахаяна, доброе утро. Доброе утро. Фонду «Харысхал», как мы сказали, 15 лет. Мы вас поздравляем. И вот по каким направлениям работает сегодня фонд и, собственно, чем вы занимаетесь? Доброе утро. Ну, надо сказать, мы, как вы отметили, отмечаем 15 лет уже со дня основания. А на сегодня фонд — это уже не просто пункт помощи, да, детям, а такой уже мы ведем уже системную работу на протяжении 15 лет. Мы оказываем помощь детям с самого раннего возраста и до 18+, ну, то есть и старше, да. Ну, надо сказать, что нас уже знают не только внутри нашей республики, но и по всей России. Ну, «Харысхал» — это уже на данный момент это уже как бренд. Да. Ну и одна из традиционных инициатив фонда – это акция «Добро в руках». Да? В чем заключается ее суть? В этом году мы также традиционно запускаем акцию «Добро в руках». Это акция благотворительная. Суть акции в том, чтобы когда дети идут в школу, чтобы каждый ребенок покупал не по букету учителю, да, а купил один большой букет от имени класса, а сэкономленные средства подарил на благотворительность. И вот как проходит обычно акция? Это откликается ли это в сердцах школьников и родителей? Ежегодно, да, участвует очень много школьников у нас по всей Якутии. В прошлом году мы собирали сбор, получается, да, эти средства мы направили на реабилитацию Арьяны Картузова. Мы собрали более 177 тысяч, и все эти средства были переданы ему на реабилитацию. В этом году мы планируем пожертвования, да, так скажем, направить на реализацию наших проектов, именно которые направлены на поддержку особых детей по всей Якутии. Ну вот акция «Добро в руках», мы сейчас видим фото, да? Как можно присоединиться к ней? Чья это должна быть инициатива? Все-таки школы, учеников или классных руководителей? На самом-то деле инициативу больше проявляют и родители, и сами школьники, да, старшеклассники в основном, да, и учителя, которые знают о работе нашего фонда, о том, что знают, есть такая акция. Лучше пусть уж деньги пойдут во благое дело, да, так сказать, они, цветы все-таки завянут, хоть и красивые и так далее. Акцию мы запускаем уже сегодня, и любой желающий класс может принять участие, отправив просто нам заявку по форме. Да, мы видим очень много счастливых лиц учеников, да. Возможно, немножко так как-то не очень типично выглядит фотографии, где нет действительно много букетов цветов, но, как мы знаем, как вы уже сказали, эти денежные средства, конечно, уходят в благотворительность, и, наверное, это грамотнее и полезнее, да. Ну, а помимо акции «Добро в руках», сегодня фонд помогает различным семьям, в том числе семьям, у кого есть детишки с инвалидностью, да. С какими вопросами чаще всего обращаются к вам?
Как я уже сказала, мы выстраиваем работу, чтобы она была системной, то есть с самого такого раннего возраста, это практически от 0, да, до 18 лет. Чаще всего дети раннего возраста к нам приходят с такими проблемами, как задержка речи. Да? Допустим, либо поздно начал ходить, либо еще не ходит, да? Либо родители замечают, что он немножко отстает в развитии, не только в речевом, но и в психическом плане. Да? В этом случае наши специалисты уже его конкретно ведут и начинают. У нас есть занятия бесплатные, чтобы минимально, так скажем, сократить количество детей с инвалидностью, да, мы начинаем именно с раннего возраста. У нас очень много социокультурных проектов, в которые мы вовлекаем и молодежь, и наших волонтеров, и партнеров, чтобы максимально оказать такую, так скажем, помощь. Но в этом году, как мы уже сказали, вы отмечаете юбилей 15 лет. Да, какие крупные мероприятия запланированы? Мы планируем совместно с администрацией города Якутска и этнокомплексом Чучурмаран наш традиционный день варенья на территории усадьбы Чучурмаран 5 сентября с 12 до 6 часов. Мы ждем всех наших подопечных, родителей, партнеров, волонтеров, и всем, кто интересен наш фонд, на такой чудесный праздник, День варенья. Мы будем варить варенье, мы будем раздавать вкусняшки, у нас будут ярмарки от наших сообществ СОНКО. И концертная программа у нас, наши подопечные будут выступать, звезды эстрады и так далее. Будет очень такое масштабное мероприятие, интересное. Мы всех, конечно же, ждем с нетерпением, и уже мы готовимся со всей ответственностью к этому дню. А если говорить о ближайших планах, какие сегодня задачи стоят перед фондом? Как я уже сказала, нас знают уже по всей России, да. Но самое главное, нам стать еще более устойчивой, да, еще более развиваться, внедрять новые инструменты, технологии, мер поддержки наших подопечных и их семей. Спасибо большое, Сахаяна, за вашу работу. И в лице вашем мы поздравляем всех ваших коллег с знаменательной датой. И, конечно, говорим вам спасибо за то, что вы делаете. Спасибо большое. И на такой замечательной ноте, дорогие друзья, мы переходим к нашей такой классической музыкальной паузе, которую мы всегда организуем по пятницам. Напоминаем вам про наш телеграм-канал и наш Макс-канал. QR-коды видите прямо сейчас. Не забываем о том, что там сегодня проходит розыгрыш. Баночка сладкого меда достанется кому-то из вас. А сейчас наслаждаемся музыкой, заряжаемся энергией и завершаем рабочую неделю вместе с нами. Увидимся в понедельник. До новых встреч. Всем прекрасного настроения и хорошего, бодрого дня. De cœur n'existait notre façon de se quitter, que le cœur glas de verre aurait peut-être nous aider. De ce silence mère, j'ai décidé de pardonner le heureux pas de faire entre ses mains. De cœur limpide et filles, moi souvent te réclamais, presque comme une mère, tu m'es porté, me protéger. Je dévouais ce son qu'on n'aurait pas départagé. À bout des mots des rêves, j'aurais crié. Je t'aime, comme un feu, comme un soldat, comme un homme ardent, Seigneur. Je t'aime,
Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. De cœur, je te confie de mes sourires, tous mes secrets. Même si dans ciel fier, et le gardien inavoué. Dans cette maison entière, Satan regardait danser. Je t'ai voulu la guerre du corps qui soupçait la paix. Je t'aime comme un feu, comme un soldat, comme un homme star des cinémas. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime comme un feu, comme un soldat, comme un homme star des cinémas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime.